Я должен сказать, что, в общем-то, результат сегодня, который партия получила на выборах в Госсовет, говорит о достаточно широкой поддержке и о том, что сегодня объективно конкурентов у нас нет. Но это всего лишь навсего говорит о том, что мы несем на себе ту ответственность, которую, по большому счету, просто больше никто нести не может. И тут очень важно не радоваться, да, там, не считать проценты, потому что это самое, так сказать, такое простое дело, а понимать, чего мы теперь должны делать, потому что мы с вами давали обязательства, и сегодня люди с нас просят за это обязательство. Понимать, что если мы говорим, что мы активны, что мы готовы отвечать, что мы готовы нести ответственность, то это нужно делать не только вот с таких трибун и на таких собраниях, а в общем в каких-то каждодневных действиях. И поэтому я бы как раз говорил о том, что вот эти итоги, это сегодня я бы все равно рассматривал как аванс. Я бы рассматривал это как аванс. И вот теперь перед нами стоит очень важная задача, и я, наверное, может быть, уйду здесь как раз из таких заоблачных политических высот к очень конкретным нашим интересам здесь на местах. У нас стоит очень простая задача с вами. Это сохранить те два места в Госдуме, которые сегодня имела партия от республики, чтобы они же за республикой остались. Потому что если мы с вами проанализируем, мы завтра можем опубликовать, например, простой такой анализ, сколько денег депутат от той или иной партии принес в республику. Без разницы, какая окраска сегодня у этого депутата. Ну, вот я могу вам сказать, что там по линии Единой России последняя цифра, которую я помню, Евгений Александрович, по-моему, 500 миллионов, да? Вот 500 миллионов на дороге. Давайте посмотрим, есть у нас депутат от КПРФ. Сколько он принес в республику, конкретно, хоть 1 рубль. Значит, если мы с вами отдадим это место, мы просто практически с вами потеряем либо дороги в каком-то городе. Не потому, что нас кто-то накажет, а просто за нас ходить не будут. Потому что если, так сказать, та позиция, которую занимает депутат, это количество запросов в прокуратуру и в МВД, это тоже нужно. На то там и щука, чтобы карась не дремал. Но это, к сожалению, не приносит практической пользы. Поэтому вот здесь мы с вами, поскольку все мы местные, все мы здесь живем, и все мы понимаем те задачи, которые перед нами стоят, должны понимать. Нам принципиально важно, просто из бытовых, понятных побуждений сохранить эти два места. И это будет очень непросто сделать. Не просто почему? Потому что мы как раз с вами получили вот этот очень серьезный аванс на выборах в Госсовет. И когда мы с вами подойдем к выборам в Госдуму, то нам придется что-то уже людям говорить. И вот я бы хотел коснуться одной вещи. Там, несколько лет назад мы начали с вами проект партийный. Они разного масштаба, они по-разному делаются. То есть вот эти проекты «Присоединяйся». Где-то мы работаем с бизнесом. Там важно, что мы вообще не потратили на эти проекты ни копейки бюджетных денег. Но мы стали операторами. Мы с одной стороны ищем людей, которые хотят что-то делать, с другой стороны мы изучаем, что нужно нашим с вами согражданам. И дальше мы это делаем. И поверьте мне, что во многом тот результат, который мы с вами получили, относительно, например, того результата, который был на прошлых выборах в Госсовет, он обусловлен тем, что мы могли сказать людям: да, вот эти 2 года мы не пришли только сейчас к вам и говорим: вы знаете, давайте вы за нас проголосуйте, а мы там светлое будущее вам построим. Мы пришли и говорили: ребят, мы с вами работаем, мы с вами делали эти проекты. Вы приходили к нам и приносили свои книги, да, там, которые вам, может быть, не нужны, но в детских домах появились библиотеки. И люди это знают. Но вот эта активная позиция, она очень важна, чтобы она была не только, допустим,
в республиканском отделении, или где-то в одном городе она есть, в другом нет. Вот у меня простой вопрос. У кого, ну наверняка в зале есть те, у кого дети пойдут в 1 класс, да? Сейчас идет подготовка школ к учебному сезону. Вот скажите, кто-нибудь из вас, например, там, вдвоем, втроем зашел, проконтролировал, как она идет? Вот, например, выделены деньги на школу, но сегодня их красят, там, положили грунт на стены или нет, или они опять будут осыпаться. А вот это и есть активная позиция, для этого ничего не надо. Но если кто-то из вас это сделал, то люди вокруг увидели, что за вами и надо идти. Понимаете, нам надо, может, я не знаю там, но это мое личное мнение. Нам надо перестать ездить только там, так сказать, лишь на рейтингах наших лидеров. Там, в республике это глава, там, на федеральном уровне тоже все понятно. Давайте сами делать. И для этого не надо, вот можно сказать, там, я вот не знаю, что нужно делать. А ничего, надо просто активно включаться вот в эти социальные вопросы. Потому что потом мы вдруг говорим, а вот, а как же так у нас школа не готова к зиме? А так не готова к учебному году. Так а вот в чем мы дождемся, когда 1 сентября что-то не откроется? Сейчас зашел, проверил, дал информацию. Вот тогда мы становимся социальным инструментом. Потому что в чем наше сегодня отличие? Вот не надо там этих штампов, партия власти, там, партия там, еще чего-то. Нас много. И мы говорим, мы готовы нести ответственность. Так давайте отвечать. Давайте отвечать в текущей, каждодневной деятельности. Потому что иначе у всех остальных, у них же, там, у наших оппонентов, у них работа очень простая. У них рот открыл, рабочее место прибрано, там, работает, да, закрыл, убрано. Все, больше ничего нет, там нет ответственности, там есть голый популизм. И живут они вот начинают жить в выборный период и заканчиваются сразу после выборов. Это как в армии, кто служил, знаете, есть кадрированные полки, да, там, так вот стоите 300 человек, называется полк. Ну как бы во время войны он должен там превратиться в соответствующие 4000. А мы с вами действующая, регулярная часть. Поэтому вот я бы очень хотел обратиться к очень простой вещи. Да? У нас с вами есть и возможности контрольных функций. Если мы говорим, у нас на местах самые большие фракции. Если мы говорим, что у нас в каждом районе есть свой депутат, так давайте контролировать. Давайте контролировать совместно те функции, которые сегодня должны исполнять, там, может быть, это странно, я говорю, потому что сам являюсь чиновником, как чиновники. Давайте давать обратную связь. Вот я приведу пример. Игорь Викторович сказал мне, запустили проект по контролю, партийный проект по контролю за коммунальными тарифами. А я читаю, например, у нас, оказывается, в Сыктывкаре есть какой-то человек, он пошел и у жука отсудил там сейчас деньги, потому что доказал, что не стригли газон. Давайте привлечем этого человека к себе. В этот самый проект. Потому что сегодня люди, они ведь не понимают, скажем, каких-то нюансов. Да, они получают квиток, а там написано 20 тысяч рублей. А он живет в квартире, которая стоит 20 тысяч рублей. Я зимой сам лично вот изучал этот вопрос. Вот расскажу, как было. Есть, допустим, управляющая компания. Там мы обсуждаем, хороший закон, плохой, да он не исполняется. Это постановление даже в том объеме на тот момент не исполнялось. У нас практически только в одном муниципальном образовании или в двух. На сайте муниципального образования управляющие компании публиковали свои отчеты, по которым жители могли проверить тот объем работ, за который мы выставляли счета. Это просто требование, проистекающее из их работы, оно просто не было сделано. Вот в тот момент, мы дождались какого-то скандала, потом, значит, мы за этот вопрос взялись. Давайте проверим, это бытовые вещи. И тогда дальше каждый житель, он смотрит и говорит, так а у нас не было 8 машин.
снега вывезли, она там по пояс ходил в снегу. Пожалуйста, дальше давайте его тогда, пусть он к нам придет в партию, пусть он пожалуется. Нам информация нужна, нам нужна обратная связь. Вот давайте мы отсюда выйдем с очень простой вещью, что мы должны стать этой обратной связью. Потому что вот нужно понимать, что происходит, как сегодня жители живут в той системе, которую в том числе и мы с вами строим. Поэтому вот еще раз я хочу поблагодарить всех за работу на выборах. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это был всего лишь навсего аванс. А какая будет получка, будет зависеть ровно от того, как мы с вами будем продолжать сохранять тот темп работы, который мы взяли, и те обязательства, которые мы брали перед людьми, которые отдали нам свои голоса. И поверьте мне, они не собираются ждать долгие годы, пока мы будем возвращать, вот, собственно говоря, этот кредит доверия. Они уже начали проценты по нему капать. И вот здесь будут еще говорить и о партийных проектах, и о, так сказать, нашем взаимодействии на уровне, слушайте, 8 тысяч членов партии. Вместе с семьями там, вместе со знакомыми, посчитайте, какая сумма, какое количество. И если просто мы с вами запустим вот эту активную социальную позицию по всем вопросам, которые интересуют, понимаете, не надо рассказывать про стабилизационный фонд, не надо рассказывать про... Это далеко от нас. Вот давайте посмотрим, приехав на месте, вы в своем районе, в своем городе, а что идет не так? И давайте запустим эту работу контроля, понимания, обмена информацией. Это просто, это не требует от нас ничего, кроме активной, четкой позиции, которую мы, собственно, и декларируем. И судя по тому, что, повторяю, нам отдало очень большое количество жителей республики свои голоса, их это устраивает, и они просто ждут, чтобы мы свои обязательства стали выполнять. Дальше, так сказать, здесь будут говорить и о партийных проектах, и о тех задачах, которые перед нами стоят. Вот, поэтому я не буду занимать так сказать, ваше время, но я бы хотел еще раз убедительно всех понять, что мы не живем от выборов до выборов, мы с вами живем в режиме тех обязательств, тех социальных, это не пустые слова, тех социальных обязательств, которые мы с вами брали. И вот здесь очень важно, чтобы и в партии был механизм, нам не нужны попутчики. У нас есть большой объем работы. Этот объем работы должен выполняться как нормальная работа с 9 часов до 18 часов. А не быть ни вахтовым, ни авральным, ни показушным. Если мы с вами удержим этот темп работы, если мы включимся как можно больше в эту работу, мы выполним все те задачи, которые мы перед собой ставим, а как следствие будет реальное улучшение в базовых каких-то вещах жизни жителей республики.